Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Состоялся телефонный разговор между главами Туркменистана и Ирана. Билеты авиакомпании Seven поступили в продажу в Туркменбаши и Балканабаде. Представитель Туркменистана впервые избран в Совет директоров Азиатской теннисной федерации и другие новости. Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и главой Исламской республики Иран Саедом Ибрахимом Раиси. В ходе беседы лидеры двух государств с удовлетворением отметили, что конструктивный туркмено-иранский диалог активно развивается как на двустороннем, так и многостороннем уровне в рамках международных организаций. Среди ключевых приоритетов туркмено-иранских отношений названо торгово-экономическое партнерство и электроэнергетика. Билеты на рейсы российской авиакомпании Seven Airlines поступили в продажу в городах Туркменбаши и Балканабад. Приобрести билеты можно в кассах международного аэропорта города Туркменбаши и офисе продаж авиакомпании «Туркменистан» в Балканабаде на автовокзале города. В Туркменистане полным ходом идет строительство автодорожного моста через залив Гарабугаз. Он станет частью транспортного коридора север-юг, соединив внутреннюю автомагистраль с портом Туркменбаши. Работы стартовали летом 2022 года. Мост рассчитан на пропуск большегрузного транспорта массой до 40-50 тонн. Проектом предусмотрено 8 опор, устанавливаемых на 209 бетонных свай. Протяженность моста должна составить более 200 метров, а общая протяженность вместе с подводящими дорогами 2 километра. Завершение строительства запланировано на июнь 2024 года. Изделия туркменских рукодельниц вошли в каталог путешествия по мастерским ремесленниц Центральной Азии, который выпустило агентство США по международному развитию в цифровом и печатном варианте. В издании представлены искусные изделия 50 ремесленниц из Казахстана, Киргизской республики, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Их работы демонстрируют миру исключительное мастерство, а публикация в каталоге открывает новые коммерческие возможности для их бизнеса. Ученые из Центра детского здоровья Стэнфордского университета выяснили, что группа крови родителей может влиять на способности детей. Согласно исследованию, женщины с первой группой крови чаще других рожают талантливых детей. Их дети, как правило, проявляют способности к музыке, литературе и гуманитарным наукам. У матерей с четвертой группой крови дети успешно развиваются в спорте, со второй склонны к критическому мышлению и проявлению интереса к разработке новых технологий и программированию. Канада принимает меры по сокращению выбросов парниковых газов от транспорта. С 2035 года в стране будет запрещена продажа легковых автомобилей, работающих на бензине или дизеле. Их заменят электромобили и подзаряжаемые гибриды. Изменения коснутся не только легковых автомобилей, но и внедорожников с пикапами. Кроме того, в жилых домах, построенных после 2025 года, будет предусмотрена дополнительная мощность для размещения зарядных станций. Председатель Федерации тенниса Туркменистана Эзиз Давлетов избран вице-президентом Азиатской теннисной федерации. Он также вошел в состав Совета директоров этой континентальной организации. За кандидатуру Эзиза Давлетова в Совет директоров проголосовал 41 делегат из 53 присутствовавших. На Конгрессе было также объявлено об избрании Эзиза Давлетова в комитет ITF по проведению турниров «Мастерс» на 2024-2025 годы. Этот комитет является крупнейшим в ITF и отвечает за организацию самых престижных соревнований. Это первый случай избрания представителя Туркменистана в Азиатскую теннисную федерацию, объединяющую национальные ассоциации 54 стран. Команды Капидаг и Игар-Алтын сыграют в решающем матче Кубка Туркменистана по футзалу. Накануне завершились полуфинальные игры турнира, определившие финалистов. В первом матче команда МВД Капидаг обыграла со счетом 5-3 представителей Государственной таможенной службы Гумрукчи. Во второй встрече Игар-Алтын Международного университета нефти и газа взяла вверх со счетом 3-1 над чемпионом Суперлиги 2023 Денисчи из Туркменбаши. Отметим, что Капидаг и Игар-Алтын уже встречались в групповом раунде. Тогда результативный матч завершился со счетом 4-4. Футболисты Аркадага сегодня проведут в Ашхабаде заключительный матч в рамках чемпионата Туркменистана среди клубов высшей лиги. Команда Владимира Байрамова обеспечила себе золотые медали еще 3 декабря, а вот Капидаг борется за 5-е место в турнирной таблице. В тот же день в городе Туркменбаши пройдет поединок между Шагадамом и Алты-Насыром. Для Шагадама на кону возможность обойти идущий на 7-м месте «Энергетик». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.